Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1996 году, Кабмин Республики принял постановление о введении продовольственных чеков. По нему уже с августа в обращение вошли голубые чеки, а с сентября такие же, но зеленого цвета. Их тогда называли шаймиевками. В 1999 году в Казани открылся матч за звание чемпионки мира по шахматам между казанской шахматисткой Алисой Галямовой и китайской спортсменкой Си Цзюнь. На матче присутствовал и первый президент Татарстана. А в 2005 году Ментимир Шаймиев и министр транспорта России Игорь Левитин открыли первую очередь моста «Миллениум». Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. Статус под вопросом. Стоит ли относить соответствующий жилой дом к объектам культурного наследия? Комитет по охране памятников культурного наследия продолжает спор с владельцем старинного здания в центре Казани. Почему за домом нужно следить, но нельзя изменять, узнал Рамиль Шайдулин. Лето заканчивается, работа тоже. Думаем в конце августа уже запустить детей. Что происходит на стройках республики, узнал Дмитрий Аренин. Дымить в кафе теперь запрещено. Он был очень высокомаржинальным продуктом и давал большой прирост выручки, где-то от 5 и до 50%. Как новый закон отразится на кальянной индустрии Татарстана, расскажет Вероника Гайнутдинова. На низком старте. Здесь будет установлен лучевой ускоритель производства США. Когда в Челнах откроют онкологический диспансер, знает Зарина Ахметова. Ситуация стабилизируется, но может качнуться в любую сторону. Так Владимир Путин сегодня обозначил санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране. Президент провел большое совещание. Глава государства отметил, поводов успокаиваться и расслабляться нет. Ситуация остается сложной, важно учитывать рекомендации врачей. Президент подчеркнул, система здравоохранения в период пандемии справилась и отразила натиск COVID-19. Конечно, не без проблем. Так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Татарстанские медики также сегодня впервые с начала пандемии констатировали, обстановка стабилизируется. Об этом говорит количество ежедневных обращений. Их стало меньше, а количество выписанных пациентов больше. Пока же в стационарах республики с диагнозом коронавирусной инфекции находится 499 человек. 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Число обращений за медицинской помощью, оно снижается, имеет тенденцию к снижению. Как вы видите, что за сегодняшний день только 14 человек было госпитализировано. Количество людей, находящихся в стационаре, убывает прогрессивно. И вместе с тем мы видим, что мы находимся в режиме ослабления противоэпидемических мероприятий. И, в общем-то, стратегия себя оправдывает. Второй волны COVID-19 в республике ждать не стоит, отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора. В первую очередь потому, что в Татарстане в сравнении с зарубежными странами сохраняется высокий объем тестирования. Только за последние сутки проведено почти 5000 тестов. Однако осенью ситуация может усложниться, так как появятся сезонные заболевания. Свыше 100 антиковидных проектов из Татарстана претендуют на путинские гранты. Кто они? Борцы с ковидом. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Выкурят из кафе. Госдума приняла новый закон, по которому электронные сигареты, вейпы и кальяны приравняли к обычным сигаретам, а значит, на них распространяются те же ограничения. Теперь курить вейпы и кальяны в общественных местах запрещено. В список запретных мест вошли и рестораны. Как к этому закону относятся и владельцы ресторанов, и их посетители, узнала Вероника Гайнутдинова. Еще в марте, до начала пандемии, в этом кафе по вечерам сложно было найти столик, за которым бы не курили кальян. Даже после открытия ресторанов дымить здесь запрещено. А по новому закону и вовсе кальяны сюда уже не вернутся никогда.
Правда, в этом трактире больше акцент на кухню, а кальян как способ привлечения новых клиентов, говорит руководство. Они надеются, на бизнесе такой запрет не отразится, ведь выручка от него только около 3%. Конечно же, для наших гостей было бы лучше, если бы мы могли им предложить как дополнительную услугу кальян. Мы всегда разделяем залы, да, то есть залы для курящих кальяна, есть залы для некурящих кальяна. В принципе, жалоб никогда не поступало. Разделяли залы, а в курящем работали специальные вытяжки и в ресторанах Нурислама Шарифуллина. Во всех 8 заведениях до пандемии клиентам предлагали кальян. Теперь свои рестораны владелец переформатирует в семейные. К чему приведет новый закон, пока только гадает. Если учесть тот факт, что люди, приходившие курить кальян, они параллельно заказывали еще еду, напитки, и для них, скажем так, это был повод для встречи, то я думаю, что мы потеряем до 40% от своей выручки, а это уже, скажем так, граница банкротства. В такой ситуации окажется большинство кафе, уверены их владельцы. В Казани 2500 ресторанов, в половине из них в меню кальян, а выручка от него в заведениях от 10 до 40%. Рестораны должны будут подумать, чем они могут заместить эту выручку в первую очередь, какие дополнительные источники дохода они смогут получить. А сейчас мы знаем, да, в момент восстановления и так тяжело. Плохой, наверное, вариант развития событий – это то, что все это уйдет в теневой рынок. Потому что культура кальянов прививалась очень много лет, и в одночасье мы точно понимаем, что оно никуда не уйдет. Закон, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к табаку, в Госдуме России разрабатывали с 2013 года. Предпосылкой принять его сейчас послужили многочисленные отравления снюсом. А закон уже прошел Совет Федерации, я думаю, в ближайшие дни будет подписан президентом. Здесь и очень серьезная уголовная ответственность будет, и сама вся проблема вот этих снюсов и иных, скажем, нетабачных продуктов, она будет решена. Этот закон одобрили и родительские комитеты, и медики. Вред от кальяна такой же, как и от обычного табака, несмотря на то, что любители дымных трубок утверждают обратное, говорят специалисты. Никотиновая зависимость, влияние на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему. Курение кальяна может привести даже к злокачественным опухолям. Кальян как средство употребления, оно дает гораздо больше выход углекислого газа и закиси азота. Высокая температура и различные ароматические добавки попадают в организм человека, что не безвредно. Казанцы к новому закону отнеслись по-разному. Когда приходишь с детьми, все-таки хочется, чтобы кальяны не курили. В беседках, да, пожалуйста, для взрослых. Там, где вытяжка хорошая, позволяет не мешать соседям, я думаю, там надо оставить. Если условия не позволяют, то думаю, что надо убирать их. Сам не курю и другим не советую. Курение вредно. Как сама не курю, поэтому я, наверное, не замечу, что кальянов не будет в кафе. Исчезновение кальянов из кафе не отразится и на бюджете, говорят депутаты. Больше денег уходит на лечение жителей. Новые правила вступят в силу после официальной публикации закона. Общепиту дадут 3 месяца для переходного периода. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Наиль Абдуллин, Александр Лобанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ. Казань. В особом статусе или без него? Какой будет судьба дома на улице Калинина в Казани, сегодня вновь решали в арбитражном суде республики. Зданию больше века, но после того, как появился новый собственник, историческое значение объекта он ставит под сомнение. Судебные тяжбы идут с начала лета, но пока точка в деле не поставлена. Почему пытаются переписать историю, выяснял Рами Шайдулин. Улица Калинина – исторический центр города. Еще недавно она была известна своими старинными зданиями, но сегодня такое осталось одно – дом номер 13. Здание начала 20 века. Старинное, но совершенно пустое. Консервированы они не должны быть. Мне кажется, как памятник такой культуры, наоборот, надо что-то открыть, чтобы люди приходили. Должен исторический облик сохраняться и продвигаться в массы, чтобы люди приходили, видели, наблюдали и ценили историю. Рядом уже есть примеры, когда историю победил прогресс. На месте старых зданий построили многоэтажки. Рустам Миниханов не раз отмечал губительность такого подхода. Есть огромные попытки построить многоэтажку, построить то, что дает коммерческие прибыли. Как собака на сене, мы уже потеряли огромное количество объектов. И это уже восстановить невозможно. В республике сейчас несколько программ по сохранению историко-культурного наследия. Восстанавливают утраченное, реставрируют уходящее, возрождают былое. Но некоторые объекты сами собственники пускают под снос. Такие примеры уже есть, поэтому судьба каждого здания под особым вниманием.
Ответчик Министерства культуры и спорта Татарстана не явилась. Сегодня в арбитражном суде очередное слушание по судьбе дома на Калинина, 13. Он внесен в список историко-ценных градоформирующих объектов. Это налагает особые обязательства и обременения. Статус пытается оспорить собственник здания. Как сообщают в комитете, этот дом исторически ценный градоформирующий объект. И в этом случае собственник не может здесь менять ничего. Даже его, пусть и уникальную, но уже ветшающую отделку. Получить комментарии собственника сегодня нам не удалось. Однако чуть ранее он озвучил свою позицию. Я так понимаю, вообще сейчас идет о том, что мы хотим что-то снести. Нет, вы нас не за тех принимаете, я вам так скажу сразу. Даже диалога нет о том, чтобы, и даже мысли нет о том, чтобы там что-то снести. Вот. Но на законность мы все равно это дело проверим. Собственник компании «Картли» просит дополнительной экспертизы об обоснованности исторического статуса. Для этого хотят привлечь специализированную компанию из Санкт-Петербурга. Комитет, в свою очередь, хочет услышать позицию компании, которая изначально подтверждала особый статус объекта. Так как интересы данного лица затрагиваются, поскольку именно на основании документов, которые подготавливал ООО «Забир», были установлены границы, да, и предметы охраны. Соответственно, пояснения, которые даст ООО «Забир», они будут очень важны. Пока эти предложения остаются на усмотрении суда. Впереди еще одна встреча. 20 августа пройдет уже 5-е заседание по этому делу. Мы будем следить за развитием событий. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Несмотря на пандемию, строители Татарстана полны решимости завершить в срок все намеченные объекты. Об этом сегодня заявили в Минстрое Республики. В этом году планируют построить и капитально отремонтировать примерно 1500 учреждений. И сейчас Татарстан как одна большая стройка. Что появится в республике и чего особенно ждут, узнал Дмитрий Аринин. Так в жаркий день быть беседкам. В 3-м квартале Салават-Купре строители завершают строительство садика. С типовым проектом на 260 детей управились почти за полгода. В здании уже завозят мебель. Как говорят, основные работы позади, дело осталось за благоустройством. Думаем в конце августа уже запустить детей. 15 августа планируем отсюда выйти. На соседней улице такими же темпами завершают еще один похожий садик. Многие жители растущего Салават-Купре еще до открытия прикрепили своих детей. Много очень детей маленьких. Потребность большая в садиках. Ну тут вот в каждой семье, вот можно даже на детской площадке смотреть, 2-3 ребенка. С первым ребенком мы попали, потому что мы только сразу переехали, садик открылся. А вот со вторым ребенком уже проблематично. Всего по национальному проекту «Демография» в этом году в Татарстане планируют построить 22 садика на 5000 мест. К началу учебного года откроются и 8 школ. Одна из них полилингвальная «Адымнар» на улице Бондаренко в Казани. Сейчас здесь завершают благоустройство. Практически на этой же улице завершается строительство крытого футбольно-регбийного манежа. Подобный комплекс строится на Танковой, а еще в Челнах и Нижнекамске. Фактически, с введением эксплуатации данных объектов появляется прекрасная возможность заниматься футболом круглогодично. И зимой, и летом, и осенью. Всего в Татарстане в этом году построят около 300 новых соцобъектов и капитально отремонтируют свыше 1000. Так в районах появятся новые ФАПы, клубы, спортплощадки. На это по 50 президентским программам выделено более 50 миллиардов рублей. Та работа, которая в Татарстане организована, особенно в части демографии, образования, у нас, я считаю, на достаточно хорошем уровне. Мы неплохо, в общем-то, даже неплохо слово не подходит, хорошо выглядим по темпам, по объемам строительства этих категорий объектов. Основную массу объектов планируют сдать ко Дню Республики. Далее в планах распланировать работы следующего года. Они обещают быть не менее масштабными. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Самый востребованный объект для Закамской зоны. Новый онкоцентр планируют сдать уже к октябрю, хотя изначально должны были достроить только к маю следующего года. У республики уже есть опыт возведения таких крупных больниц за 100 дней, как пример инфекционная больница. Месяц назад состояние этих двух объектов инспектировал глава Минздрава России Михаил Мурашко. О масштабном строительстве Зарина Ахметова. Это основной холл. Отсюда будут поступать все пациенты. А вот так он будет выглядеть уже через несколько месяцев. Сейчас на строительстве нового онкоцентра трудится более 200 рабочих. Идет отделка. Прокладывают инженерные коммуникации, электросети, водоснабжение. Впереди монтаж высокотехнологичного оборудования. Здесь будет установлен лучевой ускоритель производства США. Он будет позволять проводить 3D-комфортную лучевую терапию.
А значит, будут лечить даже самые сложные опухоли, в том числе головного мозга. Причем без хирургического вмешательства. Такое оборудование американского производства впервые привезут в республику. Для этого в радиологическом корпусе специально подготовили помещение. Монтажный проем был предусмотрен проектом специально для монтажа данного оборудования лучевого. То есть толщина стен, значит, составляет 1,20 м. Что как раз предусмотрено тоже проектом, что исключает излучение. Такое высокотехнологичное оборудование позволит повысить эффективность лечения онкологии. По статистике, у 175 из 100 тысяч жителей Челнов обнаружены злокачественные образования. Выявлять заболевания на начальном этапе и увеличивать продолжительность жизни населения – задача, включенная в национальный проект. На решение этих задач в Татарстане направлена президентская программа в сфере здравоохранения. Наши пациенты были вынуждены ездить в Казань. Если посмотреть Актанышский район, то это порядка 500 километров нужно было ездить пациентам. Будет им здесь доступно сегодня и сейчас. Все эти обследования, все это лечение будет доступно. Для этого центру потребуется 300 сотрудников. Половина уже устроена, остальных приглашают. Строительство идет с опережением графика. Если изначально открытие планировали только в мае 2021 года, то теперь сдать объект намерены в октябре этого. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня в Татарстане начал работать механизм «Мобильный избиратель». Эта система дает жителям республики возможность проголосовать не по месту прописки. Напомним, 11, 12 и 13 сентября в Татарстане пройдут выборы президента республики и муниципальных депутатов. Также дополнительные выборы в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет по Елабужскому. Если в эти дни вы не можете быть на своем участке по месту прописки, то с 29 июля и до 8 сентября вам необходимо подать заявление в любом офисе МФЦ, на портале госуслуг или в территориальных избирательных комиссий. А на самих участках заявления будут принимать со 2 и по 8 сентября. Безусловно, вот эта система, она не касается муниципальных выборов, но мы совершенно точно сможем сказать, что с сегодняшнего дня по 8 сентября эти заявления вы делаете по избирательным кампаниям президента, по избирательной кампании Государственной Думы, по избирательной кампании Государственного Совета. Как вернуть деньги за путевку на море? Почему дорогие билеты на перелеты? И до какого года действуют ваучеры от авиакомпаний? На тему прав потребителей в сфере туризма сегодня прошла онлайн-встреча с гражданами в общественной приемной. Провел ее депутат Госдумы Айрат Файрахов. Он отметил, турагентства и авиаперевозчики имеют право заменить возврат денег аналогичными турами и билетами на самолет. Такая мера действует до конца 2022 года. Но мы же не можем до банкротства довести до продажи самолетов. Конечно же, каждому человеку вернуть вот эту сумму, это важно, она для него важна, но с другой стороны, если мы все сегодня обратимся, рейсы отменены практически 100% были, и сейчас еще они отменены все, то, к сожалению, это приведет, конечно, просто к краху наших авиакомпаний. Уже завтра в общественной приемной ответит на вопросы граждан депутат Госдумы Равиль Хуснуллин. Прием пройдет по скайпу, WhatsApp и горячей линии. Предварительно можно записаться по номеру телефона, который сейчас на экране. Мы татары и чувствуем связь с исторической родиной. Так говорят соотечественники, живущие за пределами нашей республики. Столетие ТССР для них тоже большой праздник. Несмотря на то, что нас разделяют километры и континенты, они всегда чувствуют поддержку Татарстана. А что в ответ зарождается в их сердцах? Сегодня мы отправимся к нашим соседям в Удмуртию, где проживает более 10 тысяч татар. И это третья нация по численности в регионе. Удмуртия – ближайший сосед Татарстана. На юге граничит с нашей республикой. И татары здесь в тройке лидеров по численности населения. Живут дружно, вносят вклад в развитие экономики и культуры региона. Оставили большой след в его истории. Мы потомки казанских татар. Образуем чепецкую группу татар. Наши предки здесь живут с древнейших времен.
еще со времен Булгарского ханства. Столетняя мечеть деревни Кыстым в туристическом маршруте республики. Здесь же музей исламской истории. Интересует не только татар и мусульман. Сюда приезжают представители разных народов и религий. Да и древняя мечеть сама по себе – пример дружбы народов Поволжья. Гвозди для строительства мечети изготавливали русские. Если бы не уважали татар, разве делали бы? Татарам нельзя было заниматься кузнечным делом. Царская власть боялась, что они сделают оружие и бунт поднимут. А сруб мечети строили и русские, и удмурты. Сейчас и Татарстан помогает строить мечети. Впрочем, помощь нашей республике не только в этом. Как нас учил наш пророк Мухаммад, знание он ставил всегда впереди всего. В том, что сыновья и дочери Татар-Удмуртии могут получать образование на родном языке, тоже есть заслуга нашей республики. Мы, учителя татарского языка, всегда чувствуем вашу поддержку. Наши дети участвуют в олимпиадах, мероприятиях, конкурсах, занимают призовые места. Летом отдыхают в лагерях. Татарский парень родом из Удмуртии Рустам Егоров, студент Казанского музыкального колледжа. Гордится тем, что имеет возможность получать образование там, где учились великие татарские классики, как Салих Сайдашев и Ильгам Шакиров. Спасибо Татарстану, что дает нам возможность учиться петь на родном языке. В Удмуртии около 30 татарских сел. Жители чтят обычаи, традиции передают из поколения в поколение. Библиотеки этих населенных пунктов Татарстан ежемесячно обеспечивает газетами и журналами на родном языке. Наша республика всегда поддерживает и различные проекты национально-культурной автономии Татар-Удмуртии. Помогают нам сохранить язык, культуру и прививает любовь к родной культуре. Татары активно участвуют и в политической жизни Удмуртии. Местные законы принимаются с участием наших соотечественников. В Государственном совете этой республики 6 депутатов татар, в городской думе 3. Татарстан для нас – это не только пример успешного развития, но и место, куда приятно приехать в гости или вернуться домой тем, кого судьба закинула далеко от дома. Вы, как передовой субъект Российской Федерации, являетесь для нас всегда примером, локомотивом социально-экономического развития. Мы всегда ориентируемся на вас. Светлана Спирина, Гульнас Мирхалилова, Фанзеля Салихова. Удмуртия, Татарстан. Муж и жена – одна команда. В Буинском районе в битву за урожай вступили семейные экипажи. Аграрии хозяйства «Авангард» традиционно одними из первых выходят на поля. Уже не первый год изюминкой жатвы становится участие семейных экипажей. Причем количество супружеских тандемов увеличивается каждый год. Как сохранить командный дух и дома, и на работе, узнавала Светлана Звонарева. Вот так уверенно управляет семейным кораблем Розалия Сунгатулина. В обычной жизни продавец, а в сезон уборочный помощник мужа-комбайнера. Друг друга напарники понимают с полуслова. Это их 9-я жатва. Говорят, взаимозаменяемость и взаимопонимание – главные качества, когда работать приходится по 12-13 часов. Понимаешь друг друга, а то чужими-то это, чего надо. Машине что-то подвезти, там запчасти надо будет со склада. Она уж съездит на машине. Плечом к плечу уже 3 года бороздят поля хозяйства супруги Тухватулины. На днях закончили обмолот гороха. Теперь взялись за пшеницу. Пара в тройке лидеров жатвы. Я никогда не думала, что я вообще буду там на комбайне там, или еще на тракторе. Ну, понравилось. А потом мы с ним уже начали вместе работать. Отучилась на правах, получила права на комбайн тоже. Всего на полях хозяйства ведут битву за урожай 6 семейных экипажей. Такие тандемы образуются во время уборочной. Для семьи это существенная прибавка к бюджету, а для хозяйства такой слаженный труд – уборка в срок и без потерь. Механизатором разработаны условия оплаты труда, меры моральные и материальные поощрения, условия отдыха. Если они нормально работают, 25-30 тысяч центнеров, если обмолачивают, у них на семейный бюджет пополнится на 500 000 рублей. Думаем, в этом году по агрофирме «Авангард» собрать более 100 тысяч тонн зерновых, и среднюю урожайность ожидаем более 60 центнеров с гектара. По словам аграриев, урожайность обнадеживает. На сегодняшний день уже обмолочено почти 2000 гектаров. На элеватор вывезено 4500 тонн зерна. И все же основной хлеб еще в поле, а значит, не время расслабляться, и семейные корабли вновь выходят в рейд. Светлана Звонарева, Айрат Насрулов, ТНВ, Буинский район.
На большом экране и под открытым небом. Сегодня татарстанцы смогут впервые за лето побывать в кино, причем бесплатно и вне стен кинотеатра. Это масштабный проект «Кино-август», организованный Татар-кино и Министерством культуры республики. Первый показ в Казани. Сейчас в сквере имени Василия Аксенова находится Рамиль Шайдуллин. Рамиль, расскажи, много ли людей на этом кинопоказе? Да, вечер добрый, Даян. Людей... Наверное, несколько. Это и хорошая погода, и что люди действительно соскучились по большому, хорошему кино. И для этого организаторы не забыли о мерах безопасности. На каждой скамейке, где сидят люди, обозначили социальное дистанцирование. В остальном все. Пришедших ждет много хорошего кино на протяжении многих дней. Более подробно о программе нам рассказали организаторы. Давайте их послушаем. Кино, наверное, лечит даже в хорошем смысле. И мы в этом году решили такой, знаете, даже бренд назвать, да, немножечко для Татар-кино, «Счастливый кино-август» вообще, да, под открытым небом, естественно. Поскольку пока мы еще не можем зайти в кинотеатр, где-то, обещают, что очень-очень скоро и наш кинотеатр «Мир» гостеприимно откроет свои двери, и, конечно, можно будет ходить уже и смотреть фильмы на большом экране, как положено. Но и наш вот этот вот проект под названием «Киносреда», конечно же, очень большой любовью пользуется у всех горожан. Сам показ начнется уже скоро. Буквально минуту назад на сцену вышли музыканты, играет живая музыка, а сразу после них сам показ кино. Так, киносредой в республике начинается «Кино-август», который продлится до конца лета. А это у меня все. Даяна. Спасибо, Рамиль. Жаль, не могу составить вам компанию. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут пайщиком до 8,1% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Вот это да! Ты правду говорила! База оптовых цен, находка и тележка полная, и кошелек. Кондиционер для белья 2 литра 89,99. Футболка мужская 139,99. Биолан Колор 9 килограмм 499,99. Срок акции до 31 июля. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. СК «Стройдор» в Магадане. Требуются монтажники, сварщики, машинисты бульдозера «Камацу», экскаватора, гусеничного автомобильного крана, водители самосвала и БелАЗа. В ленте постоянно держат цены на самое нужное. Масло «Азбука сыра» 180 граммов 99,99. Цыпленок бройлер «Пестричинка» 119,99 за килограмм. Грузоперевозки «Работаем на 5». Качественно и быстро доставит ваш груз. Ваш груз – наша ответственность. Қайдағына яшасақ та, біз Татарстанны бик яратып искә алабыз. Бақытлы булыгыз. Гариф гадәтләрне саклап калыйк. Безнең телебез таралсын, безнең мәдәният үссен. Алга Татарстан! Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево в предстоящие сутки будет малооблачно и плюс 28-29 градусов днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидается пасмурный, дождливый, но жаркий день, плюс 30.
В Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно, возможны кратковременные осадки. Плюс 28-29 градусов днем. Очень тепло в Арске, Кукмаре и Балтаси. Не исключены небольшие дожди. В Болгаре, Држином и Буинске температурный фон повышенный. Возможны дожди. Днем до плюс 32. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно и сыро, но будет очень тепло. Днем до плюс 30. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани будет облачно, не исключены небольшие дожди. Ночью около 20 тепла, а днем до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.